Мы рады приветствовать всех телезрителей на канале Саха-24 на часах 21:15, а это значит, мы начинаем телепередачу «Добрый вечер». Если путник, взбираясь в гору, слишком занят каждым шагом и забывает сверяться с путеводной звездой, он рискует ее потерять и сбиться с пути. Антуан де Сент-Экзюпери. Ну что, дорогие друзья, именно этот афоризм является такой тонкой линией, тонкой темой сегодняшнего нашего разговора. Потому что сегодня мы будем разговаривать на тему «Как добиться своей цели». Если вы смотрели наш вчерашний эфир, то вчера мы боролись со стереотипами и решали, как начать нам новую жизнь. Ну а сегодня с постановкой и с добиванием, чтобы добиться своей цели, нам поможет психолог, тренер и преподаватель Мария Нафанаилова. Добрый вечер. А также студенты 4-го курса Института психологии Екатерина и Лена. Здравствуйте. Ну что же, я думаю, что самый главный вопрос, да, который можно задать в начале нашей передачи, это для чего человеку нужны цели? Для чего они нужны? Вообще, наверное, надо спросить у конкретного человека, зачем ему нужна эта цель? Что этому человеку дает его цель? Я так предполагаю, что за каждой конкретной целью есть какое-то вот такое вот позитивное намерение. Ну, например, там цель, какая может быть у человека цель? Разбогатеть, например. Разбогатеть, да? Для чего ему нужно вот это богатство? Что произойдет? Вот это вот, ради этого он, скорее всего, ставит и цель. И вообще вот цель, когда есть цель, человек чувствует себя более, скажем так, стабильно, более безопасно. Он, когда утром встает, он уже знает, ради чего он встает, да, и у него жизнь такая вот порядочная, наверное. Но вот цели бывают разные, да? Кто-то хочет, допустим, как мы говорили, разбогатеть, кто-то хочет там потерять лишний вес, там, кто-то хочет найти спутницу или спутника жизни, например, да? Кто-то, не знаю, стать известным и так далее. Вот. Чтобы добиться вот этих разных, таких разнокалиберных целей, на самом деле, да, ну там даже пусть будет там захват мира, например, да, господство мировое, да, разные цели бывают у людей. Вот, есть технологии, наверное, да, и они различаются для достижения этих целей, или они есть какая-то определенная система? Ну, вообще, чем сложнее цель, тем больше действий нужно человеку совершить. Да, в этом плане есть, наверное, различия. А вообще технология, она, конечно же, базовая, она одинаковая. Прежде всего нужно планировать и предпринимать какие-то действия. В этом это вот одинаковое, скорее всего, у всех. А способы планирования и способы достижения, ну, шаги, да, вот у всех индивидуальны. То есть зависит от самого человека, да? Да, ну, например, кто-то планирует, скажем, более детально, там прописывает у себя ежедневники, там прямо по часам у него расписан весь день, а второй человек, он планирует более гибко. Ну, например, там у него есть просто какой-то важный пунктик в ежедневнике, больше ничего нет, все часы свободны. И вот он как-то вот так... То есть по интуиции двигается вперед к цели, да? Ну да. Друзья, кстати, сегодня вы можете задавать свои вопросы, да, и Мария ответит с удовольствием на интересующие вас вопросы по теме сегодняшней передачи. Пишите на смс-портал 5544, кодовое слово «Вечер», пробел и ваш вопрос. Ну, а также вы можете звонить нам на прямой эфир по телефону 42 38 97, и мы с удовольствием ответим на вопросы по постановке цели, может быть, даже поможем вам в какой-то, может быть, немного трудной, да, ситуации. Но, кстати, вот по постановке цели, вот, например, ну, вот по себе я сужу, да, я, не знаю, ну, дальше месяца, там, 2 я особо не планирую, да, то есть у меня, ну, такие небольшие цели такие есть, там, допустим, какие-то события, которые постепенно, ну, там, я не знаю, Новый год, там, примерно, или там, ну, что-то такое. Очень простое, да, там, поужинать сегодня. Цель. Да, ну, цель такая, да, ну, я вот, или запланировано там какое-то мероприятие, например, ну, вот к этому мероприятию нужно готовиться потихоньку. Вот, правильно ли я себя веду, или все-таки нужно, и бывают какие-то, вот вы говорили, что там, не знаю, может, какие-то долгосрочные цели бывают, или еще что-то. Правильно ли я услышала, что у вас через 3 года у вас есть какие-то цели? Вы себе ставите цели? Нету таких Прям целей? конкретных нет. Конкретных нет. Вообще, по-хорошему, да, вот есть такая наука тайм-менеджмент, она говорит о том, что по-хорошему человек должен иметь долгосрочные цели. Вот.
скажем, там на 5 лет. Некоторые делают прогноз на 10 лет. И вот тогда человек проживает, скажем так, более продуктивно каждый день. И этот эффективный человек, он строит свою жизнь, свой день таким образом, чтобы этот день был связан с его дальнейшими целями и на 3 года, и на 5 лет, и на 10 лет. Вот такая вот связка идет. Эффективность. То есть, имейте в виду, я пишу цели, например, на 10 лет, на 5 лет, на 3 года, на год. И из них вытекает уже там, что я должен сделать в этом месяце и чуть ли не в этот день. У каждого индивидуально, да, например, если вам некомфортно делать план там, на 10 лет, не делайте его. Вы можете сделать там на 1 год или на 3 года, вот как вам хочется. У каждого человека индивидуально. И, конечно же, каждый день человек, если хочет достичь этой большой такой глобальной цели, он должен 20% вот этого дня все-таки уделить вот этой своей глобальной цели. Тогда он достигнет. У меня вопрос к девушкам. Есть ли у вас вот какие-то цели? Как Да, у студентов? конечно, есть, как и у всех, да, людей. Ну, допустим, у меня цель такая краткосрочная, да, скажем, это получить диплом и защитить его на отлично. Это в этом году? Или в Да, следующем? ну да, получается в следующем году, 2017. Лена, у вас? Ну да, то же самое почти, потому что у нас последний год учебы, вот, и, скорее всего, пока что краткосрочная цель, что сдать на отличный диплом, вот, что в этом роде. Ну то есть это событие, оно такое самое главное. То есть вы его достигнете, а потом уже будете смотреть дальше. То есть по достижению этой Да, цели. А есть цели на 10 лет? Ой, 10. На 3 года есть, то, что, да, закончить также с отличием магистратуру. Ну и вот, и получается, этот диплом ведет к цели моей, чтобы я с отличием защитила уже диплом магистранта. То есть, получается, они такие учебные цели. Да, учебные цели, вот так. А личные какие-то, материальные, что-то, не знаю, там, Все купить машину, там, Все вытекает. купить холодильник, не знаю. Нет, таких материальных целей нет. Только учеба. Только учеба. А бывает ли такое, что человек, он прям очень болезненно относится к постановке целей и прямо ежедневно вот, это как, может быть, немножко даже живет, в общем, в процессе достижения цели. И в конечном итоге он как бы для себя тоже не живет, грубо говоря. Ну, надо опять же спросить у этого человека. Если это для него является проблемой, он не спит ночами, да, он постоянно в таком тревожном состоянии, он постоянно думает о том, как это сделать, да. Если это для него проблема, то, конечно, с этим надо работать, с этим работает специалиста. А если он получает от этого удовольствие, а окружающие недоумевают, да, ой, такой скучный, все там планирует, это уже проблема окружающих, а не его. Так что все индивидуально, конечно. Ну, это все теория, да? Я думаю, что можем немножко перейти и к практике, да? То есть есть ли какие-то психологические вот игры на эту тему? По поводу целей? Да. Есть. Я часто провожу тренинги по целеполаганию, и у меня есть любимая игра, да, и сегодня я могу как бы попробовать вот при нашем шоу. На нас, да? Да. Хорошо. Давайте. Значит, мы готовы. Представьте себе, что я золотая рыбка, и я могу исполнить сейчас желание каждого из вас. Одно желание. Вы говорите по одному желанию, а я его исполню так. Я старик у моря. Значит, старушки. Давай. По очереди, да, называем? Да, по очереди. Кто готов? Так, надо загадать одно желание, да? Так, я хочу похудеть. Хорошо. Я услышала. Хочу сдать диплом на отлично. Любая тема. Любое желание. Любое желание. Поступить в магистратуру. Поступить в магистратуру. Хорошо. Так, значит, рыбка. Я исполняю желание Руслана. Вы похудеете. Но это будет в 2076 году. Доживете вы до этого или нет, это ваши проблемы, но вы точно похудеете. Хорошо? Надо записать. Так, желание Кати закончить Диплом, защитить диплом с отличием. диплом с отличием. Хорошо? Ну, собственно, да, это будет, Спасибо. но со 2-го раза.
Ну, как бы так, да? Ага. Так, желание Лены поступить в магистратуру. Хорошо, ты поступишь. И магистратура по ветеринарии. Хорошо? Неплохо. Ага. Неплохо. Вот. Ну, например, вот так вот. Ага, Да? ага. Как вам ваше желание? Что-то долго ждать, 2070 какой-то Не год. очень. Ага. И вот в этом как бы самое главное правило постановки целей. Цель, она должна быть обязательно конкретной. Она должна быть измеримой. То есть мы должны понять вообще. Ну, допустим, До я деталей. хочу там сбросить 5 килограмм к концу ноября, например, да? Да, Грубо говоря. ограниченной по времени. Обязательно должен быть срок исполнения. А цель, она должна быть достижимой. То есть реально вы должны контролировать исполнение этой цели. Это реально поступить в магистратуру? Реально, да. Вот реально похудеть? Реально. Ага. И, конечно же, вот 5-й критерий, цель, она должна быть для вас очень значимой, важная для вас. Вот. И если цель отвечает вот этим 5 требованиям, ну, называется она технология SMART, американцы придумали, то есть очень большая вероятность того, что вы достигнете этой цели. Так, ну я думаю, что полезные выводы не только мы сделали, но и наши телезрители. Дорогие друзья, напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, писать на СМС-портал, который вот... кстати, давайте-ка проверим, есть ли у нас сообщения. Пока нет, но, тем не менее, смело пишите на номер 5544, кодовое слово «вечер», пробел и текст вашего вопроса или сообщения. Также вы можете звонить прямо к нам в прямой эфир 42 38 97, и на ваши вопросы, которые касаются темы нашего разговора, будет квалифицированный ответ. Так, ну что же, очень интересно. Допустим, вот это все такое... Как бы вывод такой, что нужно делать четко поставленные, ограниченные по времени, очень такие обрисованные цели, да? А что делать, например, творческим людям? Например, вот поэт, да? Вот у него... Он ждет музу. Вот, он такой думает, вот сейчас она придет, я напишу там новый стих или там новую песню, например, да? Вот как ему быть? Вот это же что-то более, все равно как-то абстрактное. Да. Вообще муза, она живет уже в каждом из нас. У всех есть муза. Не только у поэтов, да, но у всех людей. И одно дело, муза спит, да, и при каких-то условиях она может проснуться. Вот моя муза, она очень любит чистую квартиру, любит хороший кофе. И иногда она даже любит музыку. Вот тогда она просыпается и начинает творить. Ага. А условия создаем мы сами. То есть это касается такой ментального удовлетворения человека, да? То есть в таком состоянии, в котором к нему приходит вот это вдохновение, получается, правильно? Да, у каждого же, у нас есть способ, как начать работу. Вот Глеб Архангельский, известный очень такой эксперт по тайм-менеджменту, он говорит о том, что есть метод 15 минут. Он говорит, если вы хотите начать работать, да, не ждать музу, вы просто берете будильник, ставите там таймер на 15 минут и начинаете работать. Ни на что не... Вот главное условие, ни на что нельзя отвлекаться. В течение 15 минут вы должны быть полностью погружены вот в вашу творческую деятельность. И тогда, когда истечет 15 минут, уже произойдет вот эта вот вработанность. Мы уже настолько погрузимся, что мы уже не захотим отойти от этого дела. Вот так вот. Кстати, да, интересно. Можно попробовать. Я вот как-то меня тоже задело это. Допустим, бывает такое, я дома работаю, там монтирую, допустим, передачу, да, какие-то. И бывает так, что целый день ходишь, что-то вот надо делать, как-то не хочешь. Ну, или, допустим, там курсовую тоже, да, написать, ну, девочки смотрят, да. Вот, что-то надо делать, как бы не можешь себя заставить. А вот как только начинаешь, вот только чуть-чуть поработаешь, да, где-то минут, не знаю, 10-15, действительно, и потом уже не можешь, уже чувствуешь, опа, уже 12 ночи, Да. ты такой только чай берешь и пьешь. И ты в таком состоянии потока творчества, да? Муза тебя уже лирой бьет по голове, там хватит, все, я хочу спать, а ты не можешь остановиться, ты Ну, творишь. это не люблю, это домашний бал, да? Давай, хватит уже сидеть, то давай свет выключи, там стучишь по клавиатуре. Ага, здорово, интересно. Действительно.
Так, дорогие друзья, мы, кстати, продолжим наш разговор, да, но ждем также ваших звонков на телефон 42 38 97. Также, сейчас я проверю наш СМС-портал, есть ли у нас вопросы. Пока нет вопросов. В общем, задавайте вопросы, если у вас... Вот есть, наверное, у людей такое бывает, то есть он поставил цель, но он ее почему-то не может достичь. Бывает такое? В чем проблема, может быть, у человека? Вот цель хочет вроде бы... достичь? Цель, ну, наверное, да, там, ну, например, хочет там очень сильно. Очень сильно хочет, но что-то он делает? Думает о ней, об этой цели. Вот, думать. Вот если мы целеполагание представим в виде там трехэтажного домика, да? Вот что находится на первом этаже? В первую очередь это все наши мысли, вот как этот наш герой, да? Он думает о цели, он планирует, он должен предвосхищать вот этот вот будущий результат. Он должен оценивать свои возможности, свои ресурсы. Это все вот на уровне ментальности. Второй этаж – это личностные особенности этого человека. Да? Это уверенность, это самоуважение, это доверие к своему решению, это там, опять же, способность нести ответственность за свои там действия. И третий этаж – это конкретные действия, шаги, которые он делает для того, чтобы достичь этой цели. И если вот каждый этаж будет построен, то наверняка он достигнет своей цели. А если он просто вот застрял, как на первом этаже, да, то, ну... То есть так есть вот. только мысли, а остального, то есть никаких действий не производят, Да. то, соответственно, ничего не будет, да? Ага. Очень интересно. Так, нужно построить, наверное, третий этаж. Нужно что-то делать. Со вторым этажом интересно у него как там, вот с личностным блоком. У человека? Да, Ага. есть ли у него там соответствующие характеристики личностные, качества, которые помогают достичь цели. Он может же это развивать. Вот, может быть, вас касается, это как вы достигаете свою цель? Ну, допустим, вы поставили цель какую-то, вот какие шаги вы делаете к этому? Ну, Бывает, вот, допустим, лень, да, одолевает, например, но нужно делать, конечно. нужно что-то, вот, что вас мотивирует, да? Кстати, мотивация, наверное, да, тоже Да, очень Да, важна. это вот самое главное, это мотивация, то, что мотивация должна быть настолько сильной, то, что заставит тебя подняться с кровати, сесть за стол и начать писать там отчет или какую-то курсовую. Ну и, конечно же, мотивация – это положительные оценки, баллы. Вот. Ну и в первую очередь знания, которые мы получаем благодаря тому, что мы делаем. У меня такое ощущение, что вы только учитесь. Кроме учебы, есть что-то там, может, личные какие-то там отношения, какие-то материальные, то есть, не знаю, купить новое платье там, или купить новый телефон. Ну это само собой разумеющееся, мы же не живем в на нашей кафедре. Мотивация. Да. То есть насколько сильно ты этого хочешь. Вот. И если ты хочешь, то тебе не лень. Идешь и делаешь. Кстати, вот визуализация, наверное, да, еще очень помогает. То есть ты, например, ты вот, я вот про учебу, да, представляешь себя, вот ты с дипломом красным, да, и стоишь на сцене, например, да, тебе вручают. Вот это визуализация, то есть она тебе помогает достичь. Или, допустим, новый телефон там вышел, Да. да, например, ты вот его себя в руках уже держишь. Я прав или Да. есть такое, да? Ну вот говорят, что в психологии говорят, что мотиватор у всех индивидуальный. Ну, например, кто-то может стараться ради хорошей оценки, да? Кто-то пишет работу ради того, чтобы поднять свою самооценку. Или кто-то пишет ради новых научных результатов, которые повлияют на окружающих. Там будут какие-то практические рекомендации для того, чтобы улучшить жизнь и так далее. То есть вот надо найти ключ к человеку, найти мотиватор. Сам человек может в себе тоже найти. То есть это все сугубо индивидуально и зависит от конкретного человека. Дорогие друзья, мы рады вас вновь приветствовать после небольшого блока рекламы. Сегодня у нас в эфире передача «Добрый вечер», если кто-то к нам подключился сейчас. И в гостях у нас психолог, тренер и преподаватель Мария Нафанаилова. Еще раз добрый вечер. И сегодня мы разговариваем о целях, о постановках целей и о достижении целей в жизни. То есть достаточно такая важная тема, да, практической психологии. И я думаю, что многим из вас это будет очень интересно. Если
если вас это заинтересовало, звоните к нам на прямой эфир 42 38 97, задавайте ваши вопросы, либо посылайте смс на номер 5544. Ставим кодовое слово «вечер», пробел и текст вашего вопроса. Все очень просто. Ну что, продолжим. Скажите, Мария, вот такой вопрос. Вот если у человека есть цель, которую он очень-очень хочет, да, достичь, но по каким-то вот причинам, да, вот по каким-то, может, независимым от него, да, вот он не может ее достичь. То есть, ну, не получается, может, у человека, может, опускаются руки и так далее. Что вот можно посоветовать? Ну, у каждого из нас бывают такие ситуации, когда хочется там отказаться от цели или думать о том, что вот как-то он не так идет. Обязательно нужно помнить, да, зачем мы поставили эту цель, ради чего, опять же. И в такие моменты нужно себя мотивировать на то, что обязательно будет какой-то вот Положительный такой, результат. да, положительный результат, собраться опять силами, попробовать другие способы, если старые способы уже не работают, и больше вот искать поддержку там среди окружающих и использовать разные способы. То есть в любой, в принципе, безвыходной ситуации бывают какие-то определенные ходы, да? Конечно. А вот, допустим, существуют ли какие-либо словесные позитивные утверждения, да, которые помогают настроиться на достижение цели? Есть ли такие вот? Сейчас как популярной помогайки, да? Да, в популярной психологии есть даже такой термин, да, аффирмации. Опять же, все индивидуально. Вот, например, кого-то очень мотивирует слово там «я должна это сделать». У кого-то, когда он слышит слово «должен», у него опускаются руки. Да? Или там «мне надо написать курсовую». Мотивирует? Да. Ну вот мотивирует, да? А когда мне говорят там «тебе надо что-то», или я себе говорю «мне надо это сделать», ну как-то... Как будто... Мотивация есть, но она не настолько сильная, чтобы начать что-то делать. Да? Хочется все-таки получать от этого процесса больше удовольствия. И поэтому тут надо играть словами, попробовать на себе, вот что в тебе откликается больше всего. Например, там, я предвкушаю работу над курсовой работой, над исследованием. Или там, я хочу это сделать. Или как там, ну, не знаю, мотивирует или нет? Ну да. Я сейчас вот немножко попишу курсовую, потом посмотрю «Дом-2», да? Типа такого. Ну вот, например, да. Например, да? Ну, кстати, вот «Дом-2», да, вот такое шоу, которое все критикуют, но там бывает вот для психолога, может, что-то интересное, то есть там есть какие-то... Ну, конечно. Не то, что я смотрю «Дом-2», да? А то я испугалась. Может быть, вы пациент, да? Мы все не смотрим «Дом-2», да, вообще? Это я почему вспомнил. У нас в гостях был, в прошлом сезоне, был участник «Дома-2». Ну, он так сказал, что он участник «Дома-2», а как бы я потом в интернете когда посмотрел, это парень, который пришел на «Дом-2» на одну передачу, что-то не срослось, он вышел, да, но он уже позиционирует себя как участник «Дома-2». И он сказал, что «Дом-2» — это шоу, в котором, допустим, прямо можно сделать средства такой психологический общества, прям, да, и там можно прямо чуть ли не, можно, не знаю, те же курсовые дипломы писать, да, по людям. Ну, групповые феномены, конечно, там можно увидеть очень хорошо. Разные социальные психологические явления там есть. А есть, интересно, цели вот у людей, которые там участвуют? Конечно. Да, конечно, разумеется, да. Каждый там преследует свою цель, там, они же деньги за это получают, кто-то популярным Но становится. все-таки смотрите, да? Кто-то, может, хочет найти там свою половину. А, вот, кстати, это же самое главное. Да, найди свою любовь, да? Тут они дом, вот мне подсказывают, они дом строили же, он, не знаю, по-моему, давно построили. Уже не строят. Уже не строят. Кто-то за них. Хорошо. Ну, мы сделали, допустим, первый шаг, да, получили позитивный настрой, например, да, выяснили те слова, которые нас очень мотивируют, да, и вот мы с этими словами, вот какой мы можем сделать следующий шаг к достижению нашей цели? Так, Как он должен быть? цель появилась, да? Цель есть мотивационные слова, которые вдохновляют. Что делать дальше? Вот теперь надо шагать, делать конкретные шаги, действия. Что-то делать каждый день хотя бы.
можно даже вот мой метод, да, возможно, не на всех это действует, но мне очень нравится, я студентам рассказывала. Я обычно задаю такой вопрос: что я могу сделать сегодня, чтобы сказать потом, ну какая же я молодец? Как бы просто задать себе такой вот коучинговый вопрос, как сейчас говорят, и начать что-то делать. И хотя бы лежать в том положении, да, достижения цели. Чуть-чуть, да, там. То есть вы на следующий день вы говорите: вот я молодец, что я вчера, что делал там, что я написал там несколько строк курсовой, Да, например, да. да, или что такое. Вот 2 предложения, но это уже ценно, уже что-то. Здорово. Так, в общем, делать шаги. Ну, я думаю, что сейчас мы прервемся на небольшой сюжет о интересных фактах из области психологии. Да? Давайте мы посмотрим, я думаю, что будет очень интересно. Узнаем о 3 интересных открытиях в области психологии. Как вы думаете, какое средство против стресса самое эффективное? Американские ученые из Оксфорда утверждают, что это чтение. Причем успокоительный эффект наступает очень быстро. Более того, оказалось, что чтение намного эффективнее, чем прослушивание музыки или прогулка на свежем воздухе. А исследователи из Стэнфордского университета доказали, что юмор действует на мозг человека подобно кокаину. Когда мы смотрим комедию или слушаем анекдот, смеемся. Когда видим деньги, красивую женщину или мужчину, то активизируются те же самые мозговые центры. И все эти факторы вызывают чувство эйфории. Ученые Кембриджского университета путем экспериментов выяснили, что при чтении человеку достаточно увидеть первую и последнюю букву слова, чтобы понять, о чем идет речь. Попробуйте прочитать. Интересно, да? Ну, действительно, буквы, то есть внутри слова, они как бы... Да, сразу беспорядок. можно прочитать текст. Ага, то есть ориентируясь только на первую и на последнюю. Здорово. А скажите, вот эти исследования, да, все время идут в мире какие-то, допустим, открытия. Да, вот в Институте психологии вот какие интересные исследования, может быть, работы, вот над чем работают студенты ваши? Вы можете с нами поделиться? Студенты, студенты расскажут сами, над чем работают. У меня была курсовая работа на тему личностной особенности девушек, занимающихся фитнесом. Личностные особенности девушек, которые занимаются фитнесом? Да. Фитнес сейчас очень популярен. И мне стало интересно, вообще отличаются девушки, которые занимаются фитнесом, а девушки, которые не занимаются фитнесом. Изначально предполагалось, что у нас преобладают больше какие-то более мужские качества, но результаты показали, что преобладает андрогинный тип, то есть это и женские, и мужские качества. Вот. То есть вы думали, что девушки, которые занимаются спортом, они больше, у них есть больше мужских черт, чем у обычных девушек, да? Но получилось что? на деле вышло то, что и женские, и мужские качества наблюдаются и у девушек, которые занимаются фитнесом, и которые не занимаются фитнесом. То есть разницы не было особо. Интересно. Ну, а я сейчас работаю над темой своей дипломной работы. Это, получается, милосердие. Что движет людьми, когда они вот занимаются благотворительностью. Ну, мне эта тема очень близка самой, потому что я сама с 14 лет занимаюсь благотворительностью, провожу различные акции благотворительные. И меня сподвигло именно то, когда прошла первая акция, да, помощники Деда Мороза, я увидела то, что в Якутске очень много людей, которые хотят помогать детям, и это настолько искренне, и мне вот был интересен именно мотив, что же ими движет, когда они идут навстречу детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Есть какие-то результаты или вы только работаете? Я только работаю над этим. Достаточно интересная тема. Действительно, очень много благотворительных акций проводится, да, допустим, в интернете. Вот бывает так, что кому-то нужна помощь, и прям люди очень активно. Ну, вот мы, преподаватели, всегда идем за желаниями наших студентов. Студенты выполняют очень интересные работы. Мы сами иногда удивляемся. Ух ты, так интересно. Вот, например, в прошлом году у нас защитился парень Максим Кульбертинов. Кстати, Максиму привет, если сейчас он смотрит. У него была очень такая интересная работа, которая посвящена особенностям невербальных проявлений человека, а именно политиков. Он сравнивал невербальные жесты азиатских политиков
европейских и наших местных. Получились очень интересные данные, но, к сожалению, как бы, это секретный результат. Секретная информация? Секретная информация. Но очень интересно, там можно увидеть, что каким жестам доверяет больше, например, якутский электорат. Да? Казалось бы, вот очень много учебников по невербальной психологии, которые говорят о том, что вот, например, там жест уверенности, да? И надо использовать этот жест, чтобы там вызвать доверие у людей. Ничего подобного. Оказывается, совсем другие. Результаты получились совсем другие, да? Да, именно для нашей культуры, да, там есть такие специфические особенности. Интересно. Ну, я предлагаю вновь перейти к нам к практике, да, по нашей теме и ответить на вопрос, готовы ли мы достичь своей цели. Давайте попробуем, да, Да. в процессе игры это сделать. Какие условия игры? Значит, нам нужна корзина, Так, у нас заготовлено. которую мы будем бросать бумажные шарики. Вот. Так, ну Давайте где-то, сюда. скажем, в районе 2 Сюда. метров. Значит, вы будете бросать по очереди. Первый — это кто? Кто будет бросать? Давайте. Катя, да? Давайте. Катя, твоя задача бросить в корзину как можно больше бумажек в течение 15 секунд. Хорошо? Раз, два, три. Стоп. Все. Сколько Так, получилось? Раз, два, три, четыре, пять, 6. 6 получилось. Можно их обратно. Так, теперь очередь Лены. Ага. Значит, твоя задача бросить. Больше так себе. Раз, два, три. О, вот так. Стоп. Ух ты. Сколько Так, получилось? раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. 8. Было 6, стало 8. Хорошо. И я что должен Так, брать? инструкция Руслана. Ну, получается, ты же видел, да, сколько закинули предыдущие участники. Как ты думаешь, сколько ты закинешь? Ну, как можно больше постараюсь, Ага. да? Ну все. Так, подождите. Позицию, чтобы было честно. Итак, готово? Да. Раз, два, три. Ой, ой. Стоп. Стоп. Так, сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Даже 8. Лена, да. Ага. Хорошо. Ну, что-то одну уронил, можно, наверное, в 9 забить. Ну, на самом-то деле, Берем. секундомер немножко глючил, можно так сказать, да? Так что результаты могут быть не совсем То есть там чистыми. небольшая, да? Да, да. Но, тем не менее, мы закинули больше, чем первая участница. Да, больше, чем первая участница. Как вы думаете, вот вопрос тоже телезрителям может быть, да? С чем это связано? Какие выводы можно сделать после этой игры? Так, ну, первая участница закинула 6, да, потом Катя закинула 6, Лена закинула уже 8 больше, да, и я, соответственно, тоже, ну, не меньше 6. Не знаю, может быть, какой-то уровень появился, то есть как цель, да, цель, или на которую должны ориентироваться, и то есть не ниже этого уровня как бы выполнить, да, задание. Правильно, да? Смотри, у тебя была цель? Да, закинуть максимально. Как можно больше? Да, как можно больше. А ты внутри для себя определила это число? Нет. Нет. Получилось 6. У тебя какая цель была? Перекину больше Катя, то есть больше 6 уже. Больше 6. Что появилось внутри? Азарт. Азарт появился. Хорошо. Так. Да, у меня еще волнение появилось. О, девушки 8 закинули, а эти сейчас меньше закинул. Ага. Вот, в принципе, вот так происходит процесс целеполагания. Да? То есть вначале, вот, когда мы не знаем, чего мы можем вообще достичь, у нас
цель, она такая, скажем, не совсем конкретная, да, она такая вот скромная цель, да, и она зависит от уровня наших притязаний. А вот когда мы знаем, к чему стремиться, что могут другие сделать, да, когда мы знаем там конкретное время, свои возможности, у нас появляется вот некий азарт, некое волнение, и мы можем добиться более таким выдающихся результатов, чем было в первый раз. То есть, когда... Ну а с другой стороны, когда ты не знаешь, на что ты способен, возможно, еще, не знаю, страхов, наверное, нету. Вот в вашем Да, я же боялся, случае- что я Да, промахнусь. да, вот видите как. Ага. То есть тут появился страх. Все-таки для достижения цели важно, с одной стороны, или это тоже зависит от цели, то есть важно иметь какой-то ориентир, да? То есть, или, например, твой знакомый, там, одноклассник, например, смотришь, он там, у него машина круче, чем у тебя, да? То есть ты, мы же с ним одинаково учились, там, хорошисты, да, например, почему я тоже не могу, да? И ты начинаешь идти к этой цели, скорее всего, так, да? Ну, скорее всего, так, да. Интересно. Вообще, цель же ставить легче, когда ты знаешь конкретные параметры. Ну, я не знаю, можно, наверное, тогда уже подводить итоги нашей передачи, да? То есть, дорогие друзья, во-первых, цели, они очень важны в нашей жизни. Цели нужно, они должны быть очень осязаемые, то есть прям чуть ли не вы должны их видеть, знать сроки, знать их названия, осязать их прям, да? И идти вперед к ним, не лениться и как-то себя мотивировать. Мотивация — это такие какие-то должны быть хорошие слова, которые вы говорите себе сами. Ну и, конечно же, я думаю, что ваши окружающие тоже вас в этом поддержат. Вот хотелось бы такую притчу, да, завершить такой притчей. Это невозможно, сказала причина, это безрассудство, заметил опыт. Это бесполезно, отрезала гордость. Попробуй, шепнула мечта. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что сегодняшняя тема нашей передачи вам помогла. Я с огромным удовольствием благодарю вас за то, что вы нам раскрыли сегодня, да, некоторые да, темы такие замечательные. Ну и, конечно же, дорогие друзья, прощаемся с вами ненадолго. Завтра будут тоже еще более интересные темы. Каждый вечер мы будем вместе с вами. Пока-пока, до завтра, до новых встреч.